Добрый вечер. Я постараюсь ответить очень кратко на ваш вопрос. Каждый донор, который работает в Молдове, имеет, как говорится, свою нишу. Вы должны правильно понять, что донор – это не банк, как Европейский банк по развитию или Мировой банк, который приходит и смотрит на большие проекты, чтобы они с точки зрения денег были выгодны. Мы, швейцарское агентство, как и другие доноры, работаем в Молдове, имея, цель, чтобы демонстрировать какие-то модели, которые дают эффект и которые могут прижиться в контексте Молдовы. То есть такое отличие идет от доноров, которые приходят с грантами, с деньгами, которые не надо их потом возвращать, от банков, которые приходят с большими деньгами, которые вкладывают эти деньги, но потом Молдова или, допустим, региональные власти должны их возвращать. Что касается швейцарского агентства, то наша ниша на протяжении много лет была именно маленькие села, населенные пункты. Те населенные пункты, которые в случае объективных причин не имеют возможности подключаться в ближайшее время к региональным сетям водоснабжения или канализации. И целью интервенции швейцарского агентства в Молдове, как я сказал, являлось, чтобы доказать властям Республики Молдова на национальном уровне, на региональном уровне, на местном уровне, что эти системы, которые мы развили, которые пилотировали, они могут прижиться, они могут работать, они могут дать эффект наряду с этими большими системами водоснабжения, региональные системы, которые, допустим, они являются в поле зрения министерства и таких банков, как Европейский банк или Мировой банк. В последнее время швейцарское агентство включило в план работы, в стратегию работы на ближайшие 4 года проекты, которые имеют эффект на весь сектор водоснабжения и канализации. Не только пилотировать какие-то модели менеджмента или, допустим, модели водоснабжения или канализации через наш проект, который вы упомянули, называется АПАСАН или вода и канализация, водоснабжение и канализация. Но в последнее время мы хотим именно проекты, которые дают импульс системе, чтобы вот эти изменения к лучшему произошли во всей системе водоснабжения и канализации. И такой проект у нас буквально в октябре, я думаю, до конца октября, на 4 года. Хороший проект на 4 или 5 миллионов евро. Он начнется, и этот проект имеет цель, как и вы подчеркнули, и люди, которые были, опрошены в Камрате, мы видели, что корень проблемы находится именно в плохом менеджменте, в плохом управлении. Вот здесь надо менять все. Мы понимаем, что не хватает много денег, много инвестиций, потому что вы сами сказали, что трубы текут и канализация и так далее. Но если будем по-старому работать, вот этот менеджмент, конечно, мы никогда не сумеем использовать эффективно вот эти большие инвестиции. Поэтому целью нашей программы на 4 года является именно улучшение системы управления всего сектора в Молдове. И это будет касаться и вот этих АП-каналов и операторов, которые работают и в Гагаузии, и в других частях Республики Молдова. Так что впредь и юг Молдовы, регион, он включен в поле зрения и в наших планах швейцарского агентства.